Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео — это ситуация в Иране, то есть протесты в Иране. То, что сейчас происходит в Иране, то есть масштабные протесты против властей, это поистине может в ближайшем будущем изменить весь облик геополитики Ближнего Востока. Если пойдет этот режим аятолл и придет Шах Реза Пехлави, который сейчас живет в Америке и имеет очень хорошие отношения с Израилем и США, который посещал Израиль недавно и стоял у стены плача с еврейской тюбетейкой в голове, это значит, что Иран пал перед США и перед Израилем. Это значит конец ядерной программе Ирана, над которым работали огромное количество ученых и военных долгие годы. Это значит, что окончательным хозяином Ближнего Востока становится только Израиль. Это значит, что все достижения в области использования энергии атома будут уничтожены. Возможно, что даже атомные электростанции Ирана будут закрыты. Иран уже не будет таким другом России, который пока является сейчас. Уже не будет передавать России дроны и ракеты и другие важные элементы и технологии, необходимые России в период войны с Украиной. Возможно, наоборот, проамериканский Иран будет полностью на стороне Украины и будет передавать дроны и ракеты Украине. А возможно, у Ирана больше не будет возможностей производить дроны, так как вооруженный Иран не нужен ни США, ни Израилю. Весь ракетный арсенал и другие вооружения будут либо уничтожены, либо вывезены из Ирана. Россия потеряет сильного союзника на Ближнем Востоке, который столько времени сдерживал продвижение влияния США и Израиля к границам СНГ. Есть еще один сценарий этих событий. Это когда нынешние власти Ирана, особенно КСИР, это корпус стражей исламской революции, это как армия в армии, который защищает режим, будет сопротивляться жестко и отчаянно, а это значит, что при помощи агентур США и Израиля протестующим могут тайно раздавать оружие и будет настоящая гражданская война. И огромное количество беженцев побегут на север, в Азербайджан и в Туркменистан, в Среднюю Азию и в Россию соответственно. Поэтому ситуация сейчас на самом деле очень опасная из-за этих протестов в Иране. Кстати, сейчас бензин в Иране стоит всего 3 цента за литр. Это самая низкая цена на бензин в мире. Из-за санкций Иран не может должным образом вести торговли со всеми странами мира, особенно со странами Запада. Свою нефть Иран продает не по мировым ценам, а по низким ценам, и то не открыто. Все из-за санкций. Всего против Ирана введено почти 4000 санкций. Главное требование стран Запада во главе США – это отказ Ирана от ядерной программы или введение программы использования урана в мирных целях и под контролем международных наблюдателей во главе США. Когда мы смотрим на это все и говорим, что это дела Ирана и это нас не касается, то мы ошибаемся, потому что даже небольшие изменения в регионе может повлиять на положение на всем регионе. Тем более, когда дело касается такого игрока, как Иран, население которого 90 миллионов человек с огромными запасами нефти и газа. Иран, который смог как-то противостоять агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке. Иран, который всегда отстоял свои права и права палестинцев, в отличие от богатых арабских стран, которые сотрудничают с Израилем и США в период бойни в Газе и до сих пор сотрудничают. Только Иран на деле показал, что может дать отпор филиалу США на Ближнем Востоке, то есть Израилю. Поэтому давайте хотя бы делайте дуа за то, чтобы в Иране было все спокойно и чтобы Иран был свободным и защищен от вредного влияния врагов. Многие думают, что Иран отсталая страна третьего мира. Вы посмотрите сначала на статистики, где находится Иран по разным параметрам в мировых списках рейтингах. Несмотря на санкции, экономика Ирана довольно развитая, промышленность тоже.
Положение свободы слова постепенно тоже улучшается. Отменили обязательное ношение хиджаба. Кто не хочет, не носит. Одеваются как хотят. Учатся все, женщины и мужчины. И уровень образованности высокий по сравнению с до исламской революции 1979 года. Как ни странно, уровень образованности женщин чуть выше, чем мужчин в Иране. Это все говорит о том, что не так плохо со свободой в Иране, как думают многие. Просто численность населения страны очень быстро растет, и обеспечивать всех своевременно рабочими местами это очень трудно. А как вы хотите, чтобы развивалось событие в Иране и на Ближнем Востоке? Пишите свое мнение в комментариях. Я надеюсь, что все будет хорошо у Ирана. Спасибо за просмотр. Всем добра и мира.